Здравствуйте, уважаемые жители города Якутска. Да, пора поделиться основными моментами работы окружной администрации. Давайте поговорим и задавайте свои вопросы. Буду отвечать на них сейчас по мере возможности, на которые здесь успею ответить. На все вопросы, которые вы зададите здесь, значит, мы их все отфиксируем и уже в течение недели, следующей рабочей, отправим вам адрес на ваш ответ. Поэтому прошу, если вопрос указываете его конкретно с указанием адреса, значит, и с актуализацией вопроса, что именно нужно сделать. Так, хотелось бы перед началом ответа по этому вопросу затронуть основные темы. Вот сейчас еду с очень знаменательного, значит, события. Сегодня на объезде посетил объекты образования. У нас практически заканчивается ремонт, реконструкция, по сути дела, IT-куба. В ближайшее время, в марте месяце, IT-куб откроется. Посетил здание СОЖ номер 1. До 18 февраля все строительно-монтажные работы по внутренней отделке будут закончены. И, значит, сегодня произошло очень значимое событие. Мы участвовали, забивали первую сваю пристроя к Хатасской средней школе. Значит, у нас вообще за текущее время, к текущему моменту была проведена большая работа совместно с Министерством образования, значит, Министерством просвещения, госкорпорацией ВПРФ и личной поддержки Айсена Сергеевича Николаева, нашего Илдархана. Мы попали в, значит, реализацию ГЧП проекта в рамках национального проекта. Это не всем регионам дается. Это большая, значит, удача для нас. И вот мы в рамках 3 этапов должны будем построить в городе Якутске 23 школы. Значит, это практически 23 объекта на 11,5 тысяч. И, к слову, вот 3 объекта первых уже начали строительство. Сегодня идет строительство СОЖ номер 12, пристрой в пригороде СОЖ номер 5 в городе Якутске. И вот сегодня была первая свая в Хатасах. С автобусами, вот у нас здесь ряд вопросов. По автобусам в целом хотелось бы сказать, что у нас сегодня в связи с пандемией, в связи с изношенностью самого подвижного состава, с ограничением работ граждан из СНГ, образовались ряд вопросов, которые сегодня отражаются в исполнении графиков. Мы занимаемся вопросами автобусов очень плотно. Сегодня мы нашли общий язык и взаимодействие с Министерством транспорта Республики Саха-Якутия. И по совместной работе, значит, мы в конце 2021 года заключили лизинговые договора на поставку 100 автобусов в город Якутск. Значит, эти 100 автобусов будут появляться уже начиная с марта месяца. Поэтому сегодня нужно сказать, что для нас знаковым событием является то, что, первое, мы обновим все пригородные автобусы ЕПАКа, 40 штук. ЕПАК, значит, начнет возвращаться на городские линии. 15 крупных, значит, автобусов большой вместимости будут новый маршрут по городу Якутску. И это означает, что город Якутск, значит, будет возвращаться на транспортные перевозки, муниципальный транспорт, и мы будем двигаться в этом направлении. 35 автобусов у нас получат частники. Вместе с тем, значит, мы сейчас ведем системную работу для того, чтобы частники находили, значит, и работников. У нас в целом пойдет постоянный набор водителей категории D в ЕПАК. У нас, в принципе, идет необходимость в постоянном расширении, увеличении количества водителей. Мы будем идти и заниматься тем, что будем заводить ЕПАК на городские маршруты, значит, и, соответственно, поддерживать в то же время и городских частных перевозчиков. Много вопросов по алкомаркетам. Значит, по алкомаркетам могу сказать то, что у нас в целом по городу Якутску мы ведем работу по контролю продажи алкомаркетов следующим методом. Значит, у нас есть постановление 316 п, которое обязывает, значит, расстояние, закрепляет расстояние от социальных объектов до магазинов, торгующих алкоголем. Мы провели за 2021 год большую работу. В принципе, у нас определены основные подходы. Это увеличение расстояния по 100 метров
от каждого объекта и переход на расстояние по прямой, то есть по кратчайшему отрезку, а не по пешеходной зоне. Помимо этого мы в ежедневном формате, значит, ведем работу с территориальными органами управления, с МВД по контролю, значит, продажи алкоголя магазинами. Если мы обнаруживаем, что нестационарный торговый объект, то есть киоски продают алкоголь, мы незамедлительно, значит, идем на расторжение таких договоров. Так вот, за 2021 год мы расторгли 9 таких договоров, за 2022 год вот уже 3 зафиксировали и расторгаемся. Поэтому, значит, для себя мы точно ставим задачу, то, что количество этих алкомаркетов должно сокращаться, и мы, в принципе, все, что от нас зависит, делаем. Значит, следующий вопрос у нас, который задается, это много вопросов по собакам. Значит, по собакам у нас ситуация сегодня следующая. Мы остаемся в режиме повышенной готовности на территории всего городского округа. Значит, у нас сегодня ведется усиленный отлов собак с всеми территориальными органами управления, службы эксплуатации городского хозяйства. Работает 19 бригад, всего 45 человек и 17 единиц техники. Значит, у нас по управам расставлены 22 ловушки. И в целом у нас, значит, мы фиксируем на сегодняшний момент сокращение заявок по единой диспетчерской службе. Если еще на прошлой неделе, 10 дней назад условно, у нас было по 50 обращений в сутки, то вот вчера было зафиксировано 16 обращений. Поэтому вот это означает то, что работа ведется, но в целом нельзя расслабляться. Мы будем работать в этом направлении еще усиленнее, потому что впереди собачьи свадьбы. Значит, и второй момент, это вся работа, которая сегодня ведется законодательными органами по внесению корректировок в закон, его доведению до работоспособного состояния на нашей территории. Эта вся работа ведется. Мы сегодня ведем плотную работу с правительством республики. Значит, у нас решением Арсения Сергеевича будут выделены дополнительные деньги на софинансирование строительства приютов и содержание в этих приютах собак. Пока вот закон такой, но значит, надо исполнять, находить средства, чтобы еще больше охват сделать. В целом по городу Якутску за прошлый год 3,5 тысячи собак отловлено. Примерно столько же собак отлавливают в городах-миллионниках. Поэтому работа, значит, у нас ведется системно, и будем еще и увеличивать и усилять. Так, вопрос задают, как признать аварийным дом на Можайского. Значит, вообще процедура признания домов аварийными у нас выстроена системно. Мы сегодня, любой гражданин, живущий в деревянном доме, может обратиться либо в территориальный орган управления, то есть в свою округ, либо обратиться напрямую в департамент жилищных отношений, и уже исходя оттуда, значит, вам все сделает сама мэрия. Если раньше вам нужно было самим пройти техэкспертизу, значит, то сегодня достаточно только написать заявление. Далее мы будем, значит, работать, всю работу сделаем за вас, чтобы признать ваш дом аварийным. В целом мы за 2 года признали порядка 900 домов аварийными, и у нас около 100 домов только осталось. Поэтому те адреса, которые остались, пишите заявление, мы сразу же отработаем. Давайте теперь в целом тогда по дорожным вопросам отвечу. У нас, имейте в виду то, что с 15 февраля у нас заходим на следующую стадию реализации ремонта проспекта Ленина. У нас будет перекрыто 2 участка сразу. Это с площади Орджоникидзе, с нотариальной конторы до улицы Курашова и от магазина Илинангер до улицы Октябрьской. На 2 этих участках, значит, будет производиться замена грунта. Нам необходимо делать это параллельно, потому что мы должны, значит, заменить основной пирог в устойчивой отрицательной температуры, чтобы не сохранить вечную мерзлоту. Это делается, снимается, значит, аккуратно весь старый асфальт, дорожная одежда, укладывается, значит, трамбуется основание, туда укладывается 10 сантиметров экструдированного пенополистирола и уже закладывается новый, значит, слой дорожной одежды. Усложняется вся эта процедура тем, что у нас очень много инженерных сетей под проспектом Ленина, в том числе и коллектор.
Помимо этого еще само расстояние, плотность застройки, дома старые, поэтому очень аккуратно. Вот на участке от Ленинограда до Октябрьска будет без работы тяжелой техники. Все это нужно делать очень быстро, поэтому мы начали все это делать с прошлого года. И исходя из этого у нас будет корректировка движения автобусов. Значит, у нас по возможности пока по Курашову, по Кирову у нас маршруты 2, двойка, шестерка, тройка останутся. Значит, но вместе с тем нужно понимать то, что у нас проспект Ленина в принципе был одним из самых перегруженных с точки зрения, значит, автобусного сообщения. И маршрут автобусов будут перенесены на Орджоникидзе, на Ярославского и на Пояркова. На сайте у нас вся эта информация висит. Пожалуйста, внимательно смотрите, если вы понимаете, что ваши маршруты пересекались по проспекту Ленина. Так, по участкам многодетных вопрос был. Так, по многодетным семьям, как вы знаете, в прошлом году была проведена очень масштабная работа. Я считаю, благодаря личному участию в этой работе Галины Никентьевны Данчиковой, нашего депутата в Государственной Думе, была переведена из федеральной собственности Росимущества в муниципальную собственность порядка 3 миллионов квадратных метров земельных участков на Вилюйском тракте и на Намцирском тракте. Эти земельные участки мы разделили примерно на 2200 земельных участков. По проекту межевания, проекту планировки территории работы проведены. Планируем сейчас начать работу по просеке, надо сделать, чтобы там появились дороги и инженерные сети. Эту работу планируем всю сделать в рамках текущего года. Значит, и как только все это будет завершено, мы начнем распределять по очередности. То есть у нас сегодня порядка уже 7 тысяч человек стоит в очереди. И начиная от номера 1 мы начнем распределять эти земельные участки среди многодетных семей. Да, далее, в текущем году мы еще планируем отработать земельный участок с Росимуществом по такому же пути на Маганском тракте. Там более 1000 земельных участков. В принципе, здесь в эту работу тоже включена Галина Никентьевна, и мы надеемся, что в течение 2022 года мы еще 1000 земельных участков получим и распределим среди очередников, которые стоят уже многие-многие года. По уборке территории от снега, у нас, как вы знаете, с 1 февраля был объявлен трехмесячник санитарной очистки. В целом могу сказать, что на текущую дату, начиная с 1 января 2022 года, мы более 100 тысяч кубических метров снега уже убрали с территории города Якутска. Для сравнения, в прошлом году было убрано чуть более 60 тысяч кубических метров. Поэтому в целом идем с хорошими темпами. В течение 3 месяцев задача ставится тому, чтобы убрать асфальт, дороги, тротуары, значит, дворовые территории силами управляющих компаний, собственников, значит, и вывозить снег из частного сектора на полигон. Задачи у нас расписаны по дням. Вместе с ресурсоснабжающими организациями идет активная уборка наледи с инженерных сетей. Круглосуточно работают 94 единицы техники. В целом, как показывает практика, у нас по коммунальной отрасли большая изношенность техники, и мы в этом году получим и уже начали получать 119 единиц новой техники. В 2021 году провели большую работу по заключению, выделению, во-первых, в муниципальном бюджете возможности на заключение лизинга, заключение этих лизингов, значит, подбору техники, работе с поставщиками. И планируем в этом году вывести на город Якутск новые 119 единиц коммунальной техники. Это уже такой объем давно не проводился. Наверное, даже никогда одновременно столько единиц техники не закупалось. То есть беспрецедентный объем. Надеюсь, все это будет сделано быстро, и мы сможем поднять уровень благоустройства и чистоты в нашем городе. Почему на полигоне принимает снег частного сектора? Мы от частников принимаем снег на полигон обязательно в рамках трехмесячника. Все это происходит бесплатно. Привозите, будем принимать. Когда отремонтируют дорогу Якутск-Жатай? Значит, у нас по дороге, которая идет в сторону Жатая, следующая, значит, ситуация.
Участок дороги, начиная от рынка Белого озера до Стеллы Мархи, ремонтируется силами города Якутска, нашего заказчика Главстроя. Начнется в этом году. Она будет реконструирована до 4 полос. Значит, начиная от Стеллы Мархи до заезда на местность Юсхатен ремонтируется силами Республиканского управления дорог. В целом работы по управлению дорог они ведут уже с прошлого года. К слову, значит, идут с очень хорошими темпами. И работа должна быть завершена вся в 2023 году. То есть в 2023 году, по сути дела, можно будет с площади Орджоникидзе по 4-полосной дороге доехать до местности Юсхатен. Поэтому вся работа, которая будет проводиться, все сложности, которые испытываются, нужно потерпеть. Начиная с прошлого года много было обращений граждан, я все их знаю, про то, что вот на Можайского улица похожа на, значит, в очень сложном состоянии находится, я это все знаю, но как вы видите, сегодня там идет активная стройка физкультурно-оздоровительного комплекса, и буквально вот этой зимой мы там вскрывали дорогу, нереально было, не надо было, рано было делать там ремонт, потому что еще инженерные сети надо было проложить. Вот сейчас уже пришло время, соответственно, мы начнем в этом году уже все эти работы. По озеленению надо думать сейчас, да, действительно, по озеленению города в этом году у нас радостное событие, двойное радостное событие. У нас будет юбилей столетия города и 390 лет городу Якутску, столетие республики и 390 лет городу Якутску. У нас поставлена задача по озеленению 2 миллиона цветов главой республики. Ну и в целом мы, значит, по озеленению города Якутска хотим прийти к многолетникам и к деревьям. Для этого мы будем вести работу по созданию лесопитомника на территории города Якутска, а также созданию новых подходов для того, чтобы можно было бы больше озеленять, значит, и в рамках строительства национального проекта, и в рамках содействия с собственниками, в рамках работы по правилам благоустройства города Якутска. Какие дома будут в малой маркетности? Смотрите, значит, у нас есть сайт Якутск.РФ или Якутск.Сити, туда заходите, там есть вкладка «Департамент жилищных отношений». Заходите в департамент, в эту вкладку, и там есть соответствующая страница с указанием всех домов, которые были признаны и с годами расселения. Так, теперь вопросы по Чернышевского. Улица Чернышевского у нас сегодня ведется работа силами водоканала. У нас, значит, планово с 15 февраля они доходят дальше уже от улицы Гастелла до улицы Лизы Чайкиной будет вестись работа. Значит, и нужно понимать, что вся эта работа, она необходима для того, чтобы у нас одна из самых важных артерий, инженерных артерий города Якутска разгрузилась. Будет строиться новый канализационный коллектор, и тогда вот тот коллектор, который здесь лежит под проспектом Ленина, разгрузится. И, значит, вот строительство нового коллектора позволит массово вести строительство на территории Залога, раз, а также на территории ДСК, вот где сейчас реализуется у нас большой проект строительства микрорайона Звездный. Поэтому это очень важная задача для нашего города, особенно нужно понимать, что наш город один из самых быстро растущих городов на территории нашей страны, Большой Российской Федерации. И нам необходимо, чтобы территории развивались, чтобы заходили инженерные сети, и поэтому такие вот, значит, ограничения, это, значит, означает, что город растет. Вместе с тем мы вот эти два события по строительству коллектора совмещаем с событием по расширению улицы Чернышевского. Улица Чернышевского должна стать 4-полосной. Вот этот участок, который сегодня там представляет из себя 3 полосы, он, безусловно, перегружен. Поэтому совместно с прокладкой, значит, этой коллектора и водовода мы, значит, ведем работу по выравниванию трассировки, чтобы уже провести работы там, по изъятию части земельных участков, выносу сетей, чтобы далее по тому, как водоканал закончит свои работы, провести сразу же работу по расширению улицы до 4 полос. Да, подключение канализации сети уже всего района ДСК, как только будет туда подтянуты сети к Звездному, будет вполне реальной. Поэтому и СТЕРХ, и, значит, и ДСК района очень важно, чтобы до туда дошла канализационная сеть.
Так, много жалоб на управляющие компании в целом, да, смотрю. По управляющим компаниям, смотрите, мы в прошлом году обращались с просьбой, чтобы вопрос лицензирования и контроля управляющей компании был передан городу Якутску, но, к сожалению, значит, у нас сегодня контроль идет за счет не передан городу Якутску, поэтому мы работаем в плотной связи с управлением Госстройжилнадзора, и все жалобы по работе управляющей компании ведет УГСЖН. Поэтому жалобы по управляющим компаниям отправляйте в УГСЖН, ставьте нас значит, в адресат, копию, чтобы к нам шла, и чтобы мы могли совместно контролировать. В городе более 170 управляющих компаний и товарищей собственников жилья. Среди них есть откровенные двоечники, которых в принципе не должны работать. Я считаю, мы должны провести работу совместно с вами, с жителями, чтобы изъять лицензию у таких компаний, чтобы качественно работающие компании могли оказывать услуги для жителей. Здесь вопрос того, что, значит, управляющая компания – это компанию, которую выбираете вы сами, чтобы она вам оказывала услугу. Поэтому вы вправе требовать, вправе менять, вправе выбирать хороших управляющих компаний. Мы для себя, как город Якутск, имеем рейтинг управляющих компаний, которые умеют работать, которые умеют добросовестно работать. И поэтому здесь можем проконсультировать, можем помочь, провести общее собрание жильцов, если надо, и расторгнуть договор с нерадивыми управляющими компаниями. Сделайте заезд автобусов в Сатал. Так, значит, по Саталу, ну, смотрите, здесь нужно признать то, что Сатал весь сам очень хаотично образован. Ширина улиц сегодня не соответствует стандартам, чтобы можно было там обеспечить разворотные площадки для автобусов, которые ездят в пригородном направлении сегодня в сторону Кангаласов и Жатая. Поэтому сегодня организация там автобуса, мы знаем, что там в свое время по частной инициативе люди сами занимались этой задачей. Мы в рамках сегодня разработки новых транспортных маршрутов эту задачу учтем и либо подвозной маршрут сделаем, либо сделаем, значит, отдельно маршрут, который будет работать на социальный объект, то есть до школ или до этого. Поэтому здесь нужно подождать. Мы в 2022 году большую работу по проекту организации дорожного движения в городе проводим. И в рамках этой работы мы будем, значит, проводить в том числе, значит, по таким районам, как Сатал, Стерх, значит, Сайсары, где у нас много осталось вот частного сектора, куда автобусы, к сожалению, не заезжают. Сатал, когда будет перевод ИЖС, конкретно напишите, какой квартал должен быть переведен в ИЖС. Там же нужно разбираться, потому что часть из них была и под сельхозку, ИЖС, ТСН, Айхал когда. Но здесь тоже по ТСН, Айхал нужно понимать, что переводить в ИЖС мы сможем тогда, когда поймем обеспеченность соцобъектами. Значит, мы отдельно по этому вопросу нужно встретиться с ТСН Айхал. Встречались, и еще раз надо встретиться, там, обозначить вопросы. Так, ну очень много вопросов по когда переводы в ИЖС. Давайте тогда вот эти вопросы мы зафиксируем, ответим. Спасибо большое за слова поддержки. Будет ли кольцо на автодорожной Чернышевского-Красильникова? Да, очень надо. Эту задачу мы поставили. Сегодня могу сказать, что точно там необходимо кольцо. И вот сегодня у нас уже сформирован пул проектов, которых мы должны реализовать в рамках нацпроекта. Как только национальный проект закончится, мы сможем выделять уже деньги, высвобождать и будем заходить на подобные проекты, как кольцо на Чернышевского. Обязательно сделаем, надо чуть подождать. Покровский тракт, микрорайон Тускул, газ интересует. Да, посмотрите, по Покровскому тракту сейчас ведется масштабная работа по социальной газификации. У нас региональный оператор социальной газификации – это Сахатранснефтегаз. Мы совместно с Сахатранснефтегазом в рамках схемы газоснабжения низкого и среднего давления сейчас массово выбрали южную сторону. И будет проводиться работа как раз таки по Покровскому тракту. Поэтому Покровский тракт, газификация в ближайшее, вот в этом году будет проведена большая работа. Так, ну в целом, мне кажется, мы на вопросы ответили. Смотрите, значит, в целом, что могу сказать, ситуация как. Будем выходить в такой прямой эфир не только я, но и, значит, проведу работу, чтобы заместители мои выходили.
по своей отраслевым. И мы выстроим график, этот график обязательно донесем вот сейчас для жителей. Работа ведется в городе Якутске сегодня по всем вопросам, которые мы сейчас отчитались в очень усиленном режиме. Готовимся к столетию республики, 390-летию города. Очень большие проекты реализуем. В целом в 2022 году ожидаем улучшения ситуации по автобусам, потому что 100 новых автобусов появится. Пока по очистке территории города 119 единиц новой коммунальной техники. Очень большие объемы работ по дворовым территориям. 75 дворовых территорий мы отремонтируем в этом году. Поэтому летом будет очень много работы. И дорожной работы, и значит, работы по дворовым территориям. 11 школ будем проводить капитальный ремонт. Ведем сейчас активную работу по подготовке к этому жаркому строительному сезону. Значит, будьте здоровы. Те, кому пришел период ревакцинации, ревакцинируйтесь, не болейте.